Наш эфир продолжит брифинг Миноборнауки о мерах поддержки участников СВО и их детей. Предлагаем послушать. Добрый день. Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия из 13 мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей предусматривает 11 мер поддержки детям участников специальной военной операции. Одной из них является организация отдыха и оздоровления детей на территории Республики Саха-Якутия и за ее пределами. В 2025 году запланировано охватить 2733 ребенка. Этот цифра в 2024 году составляла 2300 детей. В муниципальных лагерях республики летнему отдыху, охватом летним отдыхом и оздоровлением коснутся порядка 1973 детей. В государственных лагерях республики 200 детей. За пределами республики в лагере Приморского края порядка 560 детей планируют отдохнуть. На сегодня в детских лагерях республики Саха-Якутия всего прошли отдых и оздоровление 2792 ребенка. В том числе по госуслуге получили путевки 1042 детей. За пределами республики с июня по июль 424 ребенка оздоровлены в оздоровительном лагере «Алые паруса» Приморского края. В августе месяце планируется выезд 136 детей в эти лагеря. Далее новости в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Вначале коротко о главных событиях к этому часу. Глава Якутии Аслен Николаев провел совещание, посвященное подготовке к отопительному сезону. Обсуждались вопросы готовности ЖКХ, жилого фонда и социальных объектов. Россельхознадзор провел обследование лесов Мегино-Кангаласского района Якутии на наличие сибирского шелкопряда. В ходе мониторинга использовались различные методы, включая феромонные ловушки. В Амге завершился форум территориального общественного самоуправления. Чем обменивались представители 9 районов республики, узнаем подробности. Глава Якутии Аслен Николаев провел совещание по подготовке региона к отопительному сезону на 25-26 годы. Он проверил ход работ в районах республики и дал ряд поручений по подготовке ЖКХ, предприятий ТЭК, жилого фонда и социальных объектов, а также по завозу топлива. Он также подчеркнул важность своевременного и качественного выполнения работ, несмотря на трудности с финансированием. В настоящее время готовность котельных составляет 46%, тепловых сетей 49%. Активно ведется завоз топлива в труднодоступные районы. Доставлено уже 26% от запланированного объема. В Эмиконском и Абыйском районах Якутии продолжается ликвидация последствий летнего паводка, затронувшего сотни дворов и более 1000 жителей. Власти оказывают помощь пострадавшим, принимая заявления на единовременные выплаты в связи с утратой имущества. Оперативный штаб по аварийно-восстановительной работе осуществляет доставку строительных материалов в Эмиконский район. На данный момент обработано 60% поступивших заявлений на материальную помощь. По материальной помощи гражданам, пострадавшим гражданам, сейчас поступило по отчету Министерства труда больше 2000 заявлений. То есть на сегодняшний день из более 2000 заявлений обработано и положительно решено около 1000 заявлений. То есть это получается у нас средства материальной помощи доведены до пострадавших граждан на сегодняшний день по около 1000 обработанных заявлений. Жители сел Харатумула и Эмикон, пострадавшие от подтопления, проходят медико-социальную реабилитацию в республиканском центре в Якутске. По прибытию у пациентов выявили различные заболевания, такие как остеохондроз, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, в связи с чем им назначены индивидуальные программы реабилитации. Программы включают занятия лечебной физкультурой, посещение массажного кабинета, а также психологическую и терапевтическую помощь. Ежедневно у нас почти проходят концерты, мероприятия, спортивные соревнования. У нас культорганизатор Саргалана Егоровна проводит досуговые мероприятия и полностью в полном объеме получает услуги. У нас много концертов бывает, артисты приезжают и наши работники тоже выступают сами.
5 семей в Ямиконском районе Якутии, чьи дома были полностью разрушены во время паводка, получат новое жилье. Об этом сообщил первый вице-премьер правительства республики Дмитрий Садовников. Кроме того, пострадавшим, чьи дома нуждаются в ремонте, выплатят по 200 тысяч рублей. Основные восстановительные работы планируется завершить к концу августа. На данный момент обработано 60% поступивших заявлений на выплаты через портал госуслуги. Компенсации уже получили 594 человека. С начала этого года в Якутии введено в эксплуатацию 400 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 88,5% от показателя за аналогичный период прошлого года. Из общего объема 96 тысяч квадратных метров приходится на многоквартирные дома, 303 тысячи на индивидуальное жилищное строительство. План на текущий год – 690 тысяч квадратных метров. Строительство ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В Якутске продолжается капитальный ремонт улицы Аюнского на участке от Дежнева до Октябрьской в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В этом году планируется завершить работы на отрезке от Дежнева до Каландрашвили. Здесь будут установлены новое освещение, пешеходные и велосипедные дорожки, система водоотведения, а также уложено двухслойное асфальтовое покрытие. Полное перекрытие движения не планируется. Весь ремонт улицы Аюнского на участке от Дежнева до Октябрьской должен завершиться до 30 ноября 2027 года. В основном идем в графике, работы идут. Осталось вот дойти до улицы Каландрашвили от Триумфа. Ну, работы выполняются. Вот, получается, вот, если смотреть со стороны Дежнева, получается, вот, с правой стороны от Дежнева до Каландрашвили видно, сколько ложили. И вот сейчас получается основание готово по левой стороне. И вот параллельно асфальт. В Якутии продолжается реализация мер поддержки участников специальной военной операции и их семей. 192 семьи получили материальную помощь на газификацию жилья. 723 родители военнослужащих прошли санаторно-курортное лечение. Более 500 человек получили компенсацию проезда к месту лечения военнослужащего. 18 гражданам возместили стоимость обучения на водительские права. 1330 участников СВО и 2509 членов их семей прошли реабилитацию в медицинских и социальных учреждениях. В Центре занятости за помощью в трудоустройстве обратилось 918 человек, в том числе 335 военнослужащих. Из них 170 граждан направлено на обучение. Признанным в установленном порядке безработными выплачивается пособие по безработице за счет средств субвенций из федерального бюджета. Приказом Госкомзанятости Республики установлена квота на трудоустройство участников СВО и членов их семей в 485 организациях республики. По состоянию на 1 июля текущего года на квотируемые места трудоустроено 579 человек в 282 организациях. Квота на сегодня выполнена на 65%. В Мегино-Кангаласском районе Якутии обследовали леса на наличие сибирского шелкопряда. Управление Россельхознадзора провело обследование около 25 тысяч гектаров леса. Кроме того, определили границы его распространения. Ежегодные специалисты Россельхознадзора и лесного хозяйства проводят фитосанитарный мониторинг для выявления карантинных вредителей, таких как сибирский шелкопряд и усачи. Для этого используется визуальный осмотр, метод околота и феромонные ловушки. В этом году в районе установлено 35 ловушек на сибирского шелкопряда и 15 на усачей. Массовый лед начинается, значит, как правило, во второй декаде июля и в зависимости от погодных условий продолжается от 30 до 40 дней. Самки этого вида крупнее самцов и имеют размах крыльев от 6 до 8 сантиметров, в то время как у самцов он составляет 4-6 сантиметров. Расселяясь по лесонасаждениям, бабочки сибирского шелкопряда способны прилететь до 10-20 километров от места своего развития, то есть это очень большое расстояние. И надо добавить, что одна самка в состоянии отложить до 300 яиц. 20% на сегодня выполнено из общего объема заготовительного плана, спущенный Министерством сельского хозяйства на Лёкминский район. Темпы набраны хорошие, травостой отличный, сдерживает погода. 8 дней непрерывного ливня немного сбили график работ.
Такого травостоя не было давно, отмечают сельчане. В этом году на покосы вышли 3 звеньями с 19 июля. Работали споры, но буквально через несколько дней прервались из-за затяжных дождей. 3 звена, все вместе 409 гектар. В сегодняшний день мы 90 гектар скосили, но убрать мы убрали всего 60 тонн, то, что вот не дает. Кормами предстоит обеспечить около 1000 голов. Из них только дойного почти 500, отмечает руководитель кладовой, а значит на счету каждый день. Составили технологическую карту, и по утвержденной этой карте у нас получается 3000 тонн мы планируем заложить силоса, 680 тонн сенажа. И планируем сено где-то порядка 8. План по заготовке планируют выполнить. Возможно, получится предложить излишки тем, у кого сложности. На сегодня подана заявка в адрес Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики в части организации мобильных бригад. У нас ежегодно 4 хозяйства выезжает на отдаленные участки для сенокошения. Это у нас и Солянский наслег выезжает, Улахамункунский, Кетчинский и Жархатский национальный наслега. С учетом этого, я думаю, мы должны обеспечить себя полностью своими кормами. Ну и также, в принципе, готовы также отрабатывать и с другими районами в части реализации либо сочных, либо грубых кормов. Но это в рабочем порядке. Будем смотреть и ориентироваться на погоду, которая будет в августе месяце. Покосы у кладовки на островах. Продукты и все необходимое было завезено своевременно. Елена Фаст, Максим Копылов, Алехнинск. В Амге прошел 3-й республиканский форум территориального общественного самоуправления. В нем приняли участие представители общественного самоуправления из 9 районов Якутии и города Якутска. В рамках форума впервые состоялся конкурс социальных инициатив ТОС «Фандрайзинг». Подведены итоги республиканского конкурса «Лучшая практика гражданских инициатив». И принята резолюция по дальнейшему развитию ТОС. Участники форума обсудили вопросы привлечения НКО к развитию территорий, создания общественных пространств и роли ресурсных центров, а также особенности применения федерального закона о местном самоуправлении. Форум проводится с целью обмена опытом, целью увеличения количества юридически зарегистрированных ТОС, а также проведения большой образовательной площадки по грантовой поддержке. На сегодняшний день участие принимают 120 человек из 9 муниципальных районов и города Якутска. Мы продолжаем следить за развитием событий. До встречи.